Блещет салом борода, бо у хаче коляда. Режь колбаску и халву, сустракаем коляду. Забыли традиции, з якої причини засталася тільки перемога Айчини. Ми з вами уще поганство нащадки, подпаливаем бабу, вживаем оладки. Смешалось еще для христианских крыжов, узгадываем и поминаем бачков. И зараз гуляем с песнею звонкой, вандруем по хатах с козою и зоркой. Калядин, калядин, я у бачки один. Хай не буде каляди, але бачка назавжди. Мене бачка послав, как я гроші збирав. Але я не калядую, просто приставам працюю. Бум-бум, бум-бурум-бум-бум. Калядин, калядин, у нас бачка один. Хай не буде каляди, але бачка назавжди. Мене бачка послав, как я гроші збирав. Але я не калядую, просто приставам працюю. Рудобельская показуха. Здравствуйте. Хай, Привет. Ты что, фашист? Хай, что ли? хай Лукашенко. Хай Лукашенко. Ты погляди на дядьку этого. И что на его глядеть? Что он меряет? Я не знаю, я думал, у меня первое уражение было, когда я поглядел, что он нечто замирая глубину, может, яких озимых. Это зимний метр. Зимний метр. И он меряет зиму. Уровень зимы. Чи он думає, як це поміряти зиму, а снега нема. Ну а я нам прочитала гэты артыкул і так і не знайшла ўсё ж такі адказ на пытанне, когда будзе зима. Затравочка. Они считаются гордостью нации. Кем считаются? И кто такие они? Ну, потому почему что... их не считают, а считаются? Ну, потому что они их уже не считают, потому что их до этого посчитали перед президентом. Вот, 23. Тут узнагороджували деячаў культуры, деячаў навуки, всяких деячаў, карацей. Мы с тобой не деячі. Мы не трапили туда и не трапим. Але ж мы трапили у іншую номінацію. Поглядите, якого ежа нам, ежа з мечом, з кладенцом мечом. Можно сказать, что у нас вообще монополизация на награждения всякие разные, и у нас котируются в мыслях людей чаще всего это те государственные награды, которые мы получаем на сцене райисполкома и все такое, депутатов, да. А, например, Рудобельская показуха по итогам прошлого года получила награду как чемпионы у громадской активности. Такая награда выдается от негосударственных, некоммерческих организаций, выбирается через активность и популярность среди населения Беларуси. И вот Рудобельская показуха отмечена на 11-й церемонии этим важным подарком. Этой узнагородой. Рудобельская показуха. Но удивила страница номер 3. Тут есть две новости, которые поразили мое воображение. Во-первых, создается школа для будущих руководителей. Я напоминаю, что 2 раза я обращалась к нашему районному руководству с вопросом о том, как стать чиновником, но так и не получила никакого ответа, кроме «сходи-ка ты закон почитай». Я почитала, там нет ничего о том, как это все-таки происходит назначение. И вот они тебя услышали. Возможно. И вот тут еще на 3-й странице у нас тоже прямая линия,
где публикуются вопросы от населения. И ни один из моих вопросов по поводу того, как стать чиновником, не был напечатан в газете. Поэтому я позвоню вам в 3-й раз и в следующий раз прошу дать конструктивный ответ на страницах районной газеты. Так вот, школа для будущих руководителей. Оказывается, с 2018 года в Октябрьском районе реализуется проект «Школа молодого руководителя». Его участниками стали специалисты предприятий АПК, это агропромышленный комплекс, включенные в резерв кадров на руководящие должности в отрасли сельского хозяйства. До сих пор нет четкого понимания о том, как вообще люди попадают в резерв кадров. Валентина Шлопакова мне как-то сказала, что, во-первых, нужно работать на государственной работе, то есть люди, которые самозаняты, либо индивидуальные предприниматели, автоматически лишаются возможности то участвовать. Есть им в чиновники пусть заказы. Но так говорит Валентина Шлопакова. В законе такой строчки не было. Говорит Валентина. Она может что говорить все, что угодно. Да. Ну вот, и у меня вопрос к нашим подписчикам. Знаете ли вы, есть ли в ваших районах такие школы для будущих руководителей? Да, с какого возраста вообще людей берут в эти школы? И как замечают? Идеи ховают, они ж 100% подпольные. Да, кстати, непонятно, где их проводят. Конкурс не объявляют конкурс. Нету объявы, что набираются же. Это как-то сами в своем кружку закрытом. Основной целью проекта является оказание помощи молодым руководителям в развитии лидерских качеств, управленческих способностей, расширении кругозора, укреплении гражданской позиции. Оказывается, наши молодые руководители, которые уже руководят, у них, во-первых, не хватает лидерских качеств, управленческих способностей. Кругозор узкий, да, и с гражданской позиции тоже какая-то непонятка. И вопрос возникает снова к нашему руководству, к нашей кадровой службе райисполкома, как эти люди все-таки стали руководящими работниками. Как их взяли без этих качеств. Да, и почему они уже в резерве находятся, и как же они туда проскользнули. Вот, ведь, тут о том, что... Лучшие из худших. В основу проекта «Школа молодого руководителя» заложен институт наставничества. Что это за институт? А яны ў банк заложили некий институт, набрали гроши. Да. Ну и получается, что за участниками проекта закреплены опытные руководители сельскохозяйственных организаций района для оказания практической помощи в совершенствовании управленческих навыков. Вот мне интересно, кто конкретно является этими опытными руководителями в сельскохозяйстве района, потому где что... они набрали этот опыт? Да, и где они его набрали, потому что, по статистике у нас там 2, наверное, только колхоза, которые могут быть признаны успешными, да. Или, может быть, наших местных фермеров привлекли к таким делам. Но это было бы интересно почитать, кто же наставничает. Участников школы учат управлению персоналом. Это как? Ресурсами информации. Очень поглядеть бы. Как можно управлять... Особенно, как таким вещам учат наши районные начальники. Неумеки наши. Какие не ведают, что такое идеология. Как управлять персоналом, я еще могу себе неяк уявить. А як управлять информацией? Зразумел. Гэту навіну вы не друкуете. Рудабельскую показуху не глядеть. Звольним всех, лайки не ставить. Пригласил персонал так у Рудабельской показухи, акрамя злобных комментов, дизлайков, ничего не ставить. Это он управил и информацией, и это вот так Золотарова работает. Учитывая, что важнейший момент управления предприятием является планирование деятельности и бюджета, анализ проводимой работы, методы контроля, большое внимание уделяется самоорганизации, самоподготовке и самообучению. Тут некие противоречия. И они одразу пишут, что учат самоорганизации, самоадукации. Так на что тогда их учить, когда они самоадуковываются? Я что-то не понимаю. Это пригожие слово, у яких яны сенс. Не уложили, забыли уложить, у гэта сенс. Чепуха для вас. Чушь. Для вас люди, яких яны лічаць быдлом просто, якія просто повинны читать и не думать, что это написано. Вообще, это общемировая практика, когда управление в районе происходит именно людьми из района и выбирается на месте. Плюс вообще этой системы самоуправления — это бюджет, который остается в районе, а не делится где-то там далеко, и непонятно, сколько мы отдали и что нам вернулось. Так вот, говори правду. В этом году обращалась с петицией к нашим белорусам о том, чтобы подписать
хартию самоуправления, вступить вот в эту организацию общемировую, для того, чтобы Беларусь тоже могла сама управлять на месте своей судьбой. Беларусь не является членом Европейского совета, и это единственная, кстати, страна на территории Европы, причем и Россия, и Украина, все остальные страны СНГ входят в это. Собственно, наша государственная идеология, наш государственный строй, такие вот школы будущих руководителей работают на то, чтобы мы с вами минимально участвовали. В общественно-политической Да, если жизни. ты ИПшник, то тебе в управление районом не пробиться. Нельзя. Если ты Самозанятый. оппозиционер, да, то Блогер. тебе блок со всех Несчастный. сторон от наших же управленцев. Вот, и школа только для тех, кто состоит в резерве. А я бы Для сходил. непонятно, как Послушненьких. попасть. Для послушненьких. Подведение итогов данного проекта запланировано на декабрь 2020 года. Очень хочется, чтобы не забыли вы подвести эти итоги, причем сделать это, естественно, публично. Гласно. Да, потому что, помните, когда Барановский учил там, руками водил на каких-то сельхозпредприятиях, учил управлять, я думаю, что, возможно, это один из уроков вот этой школы будущих руководителей, и когда в комментариях подписчики Червоному Костричнику задавали вопросы о том, а как же посмотреть, чему они учат, Результаты. да, как вообще отзывы посетителей и учеников, Обучаемость какая, успеваемость. да, А який то термін? просто Червоный Костричник пообещал, что будет видео, но ничего нет. И это уже не первый случай, когда Червоный Костричник что-то обещает, но не выполняет. А мне подається, що тут самое главное в этой школе, как их научили правильно пользоваться словосочетанием «многое другое». Рудобельская показуха. У нас в районе прошел форум коммунистов Уявите в себе. 21 веке, да. Фотки нету. Во-первых, удивление номер раз. У нас все еще есть коммунисты. Удивление номер два, они еще и форумы проводят. Удивление номер 3, какие итоги? И какие итоги? Чего итоги? Там еще есть итоги. Да, оказывается, на этом собрании коммунисты района подвели итоги проделанной работы и определили задачи на ближайшую перспективу. Это вообще... По-моему, Действительно, Оля, все коммунисты всего света, мне здається, подвели итоги у 91-м и потом добили у 93-м году. Да. Все итоги тогда были подведены и подкреслены. Тем больше, что шмат країн сусвета пораўноўвае коммунизм с фашизмом. Чаму яны дали такую назву фашизм? Не было ж назвы фашизм. Правильно ведаешь, их называется? Ну, Национал-социализм. и тому, что там гучит слово социализм, поэтому заменили на фашизм, как бы люди не находили поравнания с коммунистами. Ну вот, вы Советская все так пропаганда. хорошо знаете. Вот у нас есть Федор Бондаренко, который уже многие годы является председателем этой районной организации. Его, кстати, поздравляем. Его выбрали в следующий раз на следующий год. Удивительно. Удивительно. Так вот, что он Нема говорит, достойных. что одна из главных составляющих деятельности бюро районной организации коммунистов была организационно-партийная и идейно-массовая работа. Идейно-массовая. Да. Ну, и вообще. Идеи есть, а потом Так массы вот, собираются. вот. под И, идеей. значит, это касалось структурного укрепления организаций, проведения собраний, участия в политических и массовых мероприятиях, развития активности каждого коммуниста. Так вот, мне интересно, Активный почему... коммунист, пассивный коммунист. Слушайте, я просто Тихо. когда читаю вот это вот на досуге, да, нашу районку, мне непонятно вообще-то, почему пишут о таких интимных делах, да, укреплении там организаций, там каких-то собраний именно коммунистов. Почему вообще у нас район лоббирует одну конкретную партию? У нас были представители ОКП, например, в районе, почему-то не писали про то, как у нас проходят. В прошлом году мы трапили с Андреем на одно якобы массовое мероприемство коммунистов, и чомусь, окромя дячей, яких согнали з 11 класса, массов там ніяких не было. Чим ви хвалитесь, комуністи? Две женщины, які кричали, что я дебил, а Андрей Тупорылый, чи наоборот, як на меня накричала. Это идейная. легендарная... Злобные Это там. был идейный момент, вот, Ну, когда когда вы дебилы, она- а массовый это когда школьников собрали. Когда школьник. А это когда как? Коммунист это... И это вот. А пошел ты знаешь куда, сказал мне коммунист. Да. Ну вот,
Вася меня послал. Меня Я коммунист видел, послал. я зафиксировал. Евдокия Ларионовна Кончиц, вы настоящий коммунист. Да. Посылайте нас куда дальше. Все коммунисты Каждый- должны быть каждый раз такие злобные, обзываться на и всех. агрессивные. Так вот, за отчетный период, на мой взгляд, ну это говорит Бондаренко, им удалось заметно активизировать деятельность организации. Но только, наверное, на их взгляд, это и на только его им взгляд. заметно. Бо На мы не его заметили, почве. мы не Мы не зауважили. зауважили, нет. Что они там? Вот, и они, значит, активизировали деятельность организации на хорошем идейном уровне. Что это? Это такая кальяк. При Да, высокой... На уровне идеи только. Кстати, На обратите уровне вот идей. внимание, что- Реализации не было. Ну да. Ну так вот, этот хороший идейный уровень проявлялся в высокой явке коммунистов. Проходили партийные собрания. Замечу, что на учете в организации состоит 16 То есть человек. пришло 15. Андрей, Высокий или Нет, Андрей. даже если оно прошло 7, это уже много. давай вступим в эту организацию. Сходим хоть на одно собрание. Кстати, ты знаешь, это вообще суперская идея. Честно сказать, очень давно мечтаю вступить в союз женщин, особенно после того, как Шлопакова... Да, ты пойдешь к Подожди, Шлопаковой. подожди. Там было написано, что там равнодушные Так только вот, вступают. ну и то есть, ну, это меня прям так А ты взволновало. равнодушная вообще. Я им хорошо Равнодушная подхожу. До судьбы района. Так вот, и оказалось, что чтобы вступить в Белую Русь или в этот союз женщин, я бы обращалась, сказали, что нужно получить 2 рекомендации, да, для меня, например. Но От кого? оказалось, от тех людей, которые у нас уже состоят в этой организации, все знают, что туда вступление принудительное, и, конечно, никаких не требовалось рекомендаций, но нам, я думаю, что вход туда А запрещен. какие там у носки? Я ничего не знаю про это, никто же не рассказывает. Целовать Это ж те- Валентину. это же 10 поцелуев, как свинопасен. Да. И вот я, кстати, 2 раза обращаюсь в к Валентине. знающим, да, и к Валентине Шлопаковой. Примите меня в союз женщин, я буду с вами И меня равнодушничать. тоже Что, примите. пойдем до коммуняк, Буду Андрей? равнодушна. Да, Да, и хочу Хочу Будешь союз коммунист. женщин. так вот, послушайте, ратные дела. Это День Победы, 75-летие освобождения района от фашистских захватчиков, вручение паспортов молодым гражданам района и акция во славу общей победы. То есть 3 победы. Нет, и многое другое. Многое другое. Многое. Было гораздо больше. Да, так вот это 3 войны и 1 вручение паспортов. Мне вообще непонятно, с какого краю Да, к мы- молодым гражданам вручению паспортов коммунистов. Коммуняки должны Кого хвалить? вручать. Слушайте, я вообще в шоке. На самом деле у нас какое-то, ну, вроде бы социальное, Я получал полигамное, паспорт, пришел, получил, пошел. Полигамно-политическое. полигамно-политическое государство, но Заявлено. почему-то никакие другие партии никогда не приглашаются на вручение паспорта. Это Так возмутительно. вообще нахрена молодому человеку должна вручать паспортистка? Абурае тут тое, што людзі з гэтым згодныя. Вось мы з вами не згодныя, што так. А все маўкліва пагаджаюцца вось па гэтых правілах Пофіг. дурных гуляць. І тыя маладыя людзі, якіх гэту паказуху для якіх робяць. І мы призываем да вас, не будьте такімі утульнымі, зручнымі. Абыяковыми. Не будьте Ну, абыяковыми такими, скажите конкретно коммунисту, мы прошли... Отойди. Да. Отойди от меня, я сам паспорт заберу. Сам, да. Отдай мой документ. Куда ты его взяла? Да не дебилы мы, это паспорт пришли получать. У меня, кстати, еще до этого момента у меня возникал постоянный вопрос. Если же вы такая партия, да такие активные, да паспорта вручайте, где ваш кандидат на выборы для района? Аж 16 человек. Ну, не от коммунистов, не партии, им так легко выдвигать кандидата, им подписи собирать не надо. И почему-то наша единственная пропиаренная партия в районе даже не выставила своего кандидата. Кончиц вот эту Евдокию Ларионовну. Мне кажется, она депутат. ратует за Прямо район. вместо Адаменко. Да, мы Хай она там сидит мы б на и после- этими буями посылают, посыпает. Мы бы на послезавтра с Андреем у лагеря были. Кстати, Да. да, упущение В в районе. И не пионерском. Да, но оказалось, что все-таки важнейшее событие для парторганизации стали выборы депутатов. И коммунисты активно участвовали в агитационно-массовой и пропагандистской работе в период подготовки проведения выборов. Блин, так а Коли что они это было? пропагандировали? Во-первых, почему не написали, за кого они тут пропагандировали? Мы не за Юковского пропагандировали, те за кого? Чему не написали? Члены КПБ входили в состав избирательных комиссий и выступали в роли наблюдателей. Вот, мне кажется, за этими страшными словами кроется самое большое их преступление, да, потому что
что мы знаем. Коммуняки. Теперь все стало на свои места. Мы Паскудные. понимаем, почему они вручают паспорта, почему их пиарят на страницах газеты. Ну, главный фальсификатор. Рудобельская показуха. Захотелось мне вспомнить подарок, который снова сделал председатель нашего района Андрей Барановский. В этот раз он уже подарил школьный автобус. Самое любимое время, по крайней мере для меня, как и для отца, дарить подарки. И один из подарков в преддверии Нового года – это замечательный автобус. Честно сказать, до такой степени тошно читать такие слова, потому что, И он извините, подарил, да? он подарил, да, это опять... Не зашел. Опять говорит о том, что они считают бюджетные деньги своими деньгами. Это говорит о том, что мы воспринимаем обычный самый дешевый автобус на белорусском рынке как подарок. Собежаны такие и белорусы. Да. почему-то не мясцового производства. Ну, пазик, да. Это Ну, ладно. российский. Это Это российский. не ладно. Хай бы Почему собі- не підтримують нашу промисловість? Хай би собі взяли танную ладу замест жили. Да. Хай ездить. Ну, Мне дали информацию, что в данной гимназии у нас самый старый уже автобус в районе. И мы решили пойти на это обновление. И благодаря поддержке нашего губернатора Соловья Геннадия Михайловича мы смогли сделать для школы этот подарок. хватит это заявлять, как будто это манна небесная. Да что вам шагнение. дали. Это базовая вещь. Вообще, это, конечно, прекрасно, что у нашей школы наконец-то появился автобус. Еще Но не надо Еще это бы было- выставлять, что еще- это дочернение Да, но Барановского. еще бы было прекраснее, если бы на этот автобус всегда находилось топливо. Вот, но говорить о том, что это подарок Барановского, ну, я не знаю. Добре он уладкувався, да? Хай с чеком подарит что-нибудь жирное. Прищепенец. Рудобельская показуха. Уважаемые читатели, 8 по горизонтали это забор. И вот вакансии на 8 января 2020 года. Что хочется отметить? Самая великая зарплата обещают кому? Нужен начальник управления. Да как так получается? Вы, Школу у вас целая создали. школа, у вас резерв управленцев, а вы даете объявление. Не, ну дают, так, конечно, дают. Вот это вот тоже вопрос интересный. Это, наверное, первая вакансия, которую дали из райисполкома, именно из управленцев. И она уже, дай бог, висит тут с полгода. Да, ее не закрывает никто. Ну как Это называется, что так страшно, что даже из резерва не хотят идти. Так мало платить, может быть. Не, ну 1000, да, но чаще всего тут типа на повышение, что маловероятно, идти в тюрьму, поэтому... О, 650. Так вот, а где у нас вакансии идеолога, Все занято. старшыні, кіруючай справамі? Чаму на гэтых пасадах заўсёды ёсць каму работаць? Яны передаются нашчадкам. Рудобельская показуха. Старый Новый год. Потому что они Что такое? по-дурдомовски зрабілі, они Что такое старый Новый год? Чаму важна яго святкаваць? Напрыклад, тут, калі мы сюды переехали, тут заўсёды калядуюць у ноч з 13 на 14. А у нас, вот мы дзеля Украины там жили, у нас там мы звычайна у ноч у сачэльнік хадзілі. Угу. На Раство калядаваць. Дык у чым сэнс свята каляды? Ну, мне кажется, после того, как все это попереносили, вот именно с Ты введением уже нового сенсы погубляли. летоисчисления, да, это очень странно. Для меня, например, имеет смысл именно католическое Рождество, потому что 25 декабря, зимнее солнцестояние, там рождение Бога, увеличение солнечного дня, тут имеется и как бы природная основа. То бок, когда свято привязано к нейкай природной з'яве. Да, а тут уже все повыдумляли нешта, тут яны раз ходят те волхвы, потом все мага еще раз ходят на полтора. Это про, а мне падаецца, что просто Иисус был нерашучий. Адразу 25-го нарадзіўся, а потом... Іх было багата Ісусаў. І тады было, і... Это двое рождалось Там был Ісус, і тут Ісус. у таком промежутке І кожны 14 дней. Карацей, непонятно гэта, што куды, напишите ў Пишите каментарах, понятней. чтоб было зразумець, хто куды, Да. навошта. Все, Подумайте на досуге. будьте уважливы, вучыце хотя бы калядзін. Коля у бацькі не адзін, калядзін. Калядзін, Коля у бацькі трэці сын. Дождь, давай, не буха.